прямом эфире «Чеченских вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 17 сентября. Главные решения. Рамзан Кадыров провел совещание по социально-экономическому развитию. Последний штрих. Основная цель комплекса мероприятий – это повышение комфорта, а также эстетичной привлекательности городской среды. Финальное озеленение проводится на реконструируемой улице Асланбека Шерипова. За кулисами выборов. История о Замане – лишь капля в море. Цикл сюжетов ко Дню чеченской женщины повествует о представительницах разных профессий. Представим портрет Замани Мустапаевой, хранительницы демократии в Серноводском районе. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 102%, реализуется 71 региональный проект, а для решения проблемных вопросов привлечено дополнительно 16 миллиардов. Эти достижения были озвучены председателем правительства на совещании по социально-экономическому развитию под руководством Рамзана Кадырова. Среди ключевых тем обсуждения – исполнение бюджета, ход реализации нацпроектов и объемы строительства. Репортаж Турпала Тайсумова. Текущая обстановка по социально-экономическому развитию. На совещании руководителя субъекта Рамзана Кадырова – это основная тема встречи. По словам главы, на данный момент регион удерживает высокие позиции, по ряду направлений находится на первом месте среди субъектов России. Естественно, на этом нельзя останавливаться. Сегодня мы рассматриваем вопросы социального и экономического развития Чеченской Республики. Регион удерживает лидирующие позиции в различных рейтингах, а также находится на первом месте по эффективности органов исполнительной власти. Нам необходимо сохранить эту положительную динамику. Нужно приложить все усилия, чтобы наладить более тесное взаимодействие власти и бизнеса с обществом. А сейчас я хочу слушать доклад председателя правительства Чеченской Республики Даудова Магомеда Ахмедовича. Председатель правительства субъекта Магомед Даудов в своем докладе отметил рост объема промышленного производства на 14,8%, строительство на более чем 23%. По его словам, выросли и инвестиции в основной капитал за первое полугодие на 101,7%. В текущем году реализуется 71 региональный проект, в том числе 41 входящие в 13 национальных проектов. Ведутся работы на 192 объектах, из них 46 на территории Грозного. План по налогам и неналоговым доходам выполнен свыше 112%. Благодаря поддержке и авторитету Рамзана Кадырова, по словам премьер-министра, удалось ликвидировать дефицит бюджета и поднять доход, взаимодействуя с федеральным центром. По итогам 7 месяцев 2025 года у нас сохраняется динамика роста основных показателей. Рамзан Ахмадович, бюджет на 1 миллиард дефицит, что я первый, бюджетный цикл именно обандош минфинс диона мус шозу силуану скамелдяш правительство России киях дойч дион личный средья президент страны диона дефицит потребность диона таюзицен судя бог барбандоша несение изменений чена Рамзан Ахмадович на 23 миллиарда 500 миллионов абелкац диона и чударность ловая юхтикущий бюджет дефицита 1 миллиард ахшо да ловая 1 миллиард с начала текущего года в рамках решения проблемных вопросов социально-экономического развития республики из федерального бюджета выделено 2 миллиарда 600 миллионов рублей на техприсоединение нового района имени Владимира Владимировича Путина и правительственного комплекса электрическим сетям, 2 миллиарда 500 миллионов рублей на строительство мусороперерабатывающего завода, 1 804 миллиона рублей для осуществления выплат участников СВО, 4 миллиарда рублей для покрытия дефицита средств по аэропорту Грозный, северный имени Ахмада Хаджи Кадырова, 1 650 миллионов рублей для обеспечения жильем детей-сирот, 250 миллионов рублей на создание системы оповещения населения, 234 миллиона рублей в соответствии с вашим обращением в адрес президента страны на осуществление первоочередных расходов. Также выделено 2 миллиарда 697 миллионов рублей.
Рамзан Ахматович, благодаря вашему личному авторитету проблемные вопросы на федеральном уровне поддержаны, и правительство Чеченской Республики продолжит работу по их решению. Однако при этом есть и моменты, которые необходимо исправить. В ходе проверки администрации главы и правительства выявлена неуплата налогов на имущество некоторых организаций и районов. Рамзан Кадыров здесь же дал поручение исправить ситуацию. Поблажек не будет никому, поскольку долги недопустимы в любом виде. На решение возникшей проблемы руководитель региона дал 1 неделю. Магомед Даудов добавил, что согласно выполненному поручению главы есть и прибыль в бюджет региона. Это благодаря усиленному вниманию и самоотдаче каждого члена команды Кадырова. Ой, только что на ноги становится лишь туда, своещу, швартну, объектшу. Вы массара ещё идол, а массара алучу, алдон, субботник шештон, а юкшу шудан, деладон, еще дон. Шварт возможностью дать он. Серьезный вопрос. Туда налоговая служба очень рядом. Авария. Волбия. Где даст он? Какой помощник вот Руслан даст. Поэтому вопрос, да, он занимается налоговой. Волбия на ушел да он. Дел и там был Рамзан Ахматович. Москва общероссийский рейтинг, что лидирующий местачка. Долошtoш. Текущий ودعيوش البيدجت دوتنا رمزان عشان تيقي سوبيك شوق ويا هيتس دونرش وش وبدايش ديون دهوش يولش ديون 21 مليار 30 مليار دول داج إنساسات ديون ديك عشير شو بوش ديون يقي ريسبوبليكش داج بروبليم شو اسماء ديون رمزان ماش ديون حبيرت باندو شتعات تيكوش بروبليم هايوش ديون ديل هي تم خز بيدجت هايوش خز مسود ديون عايتيل زادش قوش يا غيرش ديون دار موضع ديون ماخ شو عدالش كاك أبوشنا أحد وردو ديريز ليلام. صلدان وين ما أردون وين ريسبوليك دون. أدوش متهم فميرزو أتديشو دون. Со стороны инвестиций привлекать еще, что мы сумеем отдать лучше дать нам, как юкшу дон, в республике ярко то что дон, децидит само дон, да это будем осесть да диабетики. Успехи субъекта связаны с продуктивным трудом огромного числа людей, и чтобы не было никаких минусов, должностным лицам нужно следить за всеми направлениями. Торпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. На первой линии застройки 5-го столичного района строительство на финальной стадии. Фасадные работы, монтаж подсветки зданий, благоустройство территорий близки к завершению. Ход возведения проинспектировал Рамзан Кадыров вместе с мэром. Также глава осмотрел новый правительственный комплекс. О темпах работ на главных стройплощадках Грозного в репортаже Медины Мударовой. В столице Чеченской Республики строительные работы не прекращаются ни на секунду. Ежедневно продолжается активное возведение первой линии нового района имени Владимира Путина. А в настоящее время наносятся финальные штрихи. Это один из крупнейших проектов современной столицы. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершил очередную инспекцию нового района. Компанию ему составил мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Все строительные процессы продолжаются, как и прежде. Более 8 тысяч рабочих трудятся в несколько смен. Дома на первой линии практически готовы. Ведется финальная отделка фасадов и остекление. Благоустройство улицы также близится к завершению. Уже проложили второй слой асфальтобетонного покрытия. Ну а рядом возводятся детский сад и школа. Да, мы находимся на стадии уже завершения. Там осталось, можно сказать, уже косметические работы. Это уборка, побелка. У нас фасадные работы завершаются. Установка оконных блоков, витражей, можно сказать, уже процентов 100 уже завершены. Благоустройство тоже на стадии завершения. Там деревья посажены, газон уложен. Там с инспекцией регулярно приезжает глава республики. И сегодня тоже приезжал с инспекцией. И мэр города регулярно. У нас работы ведутся 3 смены, круглые сутки. Сейчас, по словам градоначальника, на фасадах домов уже тестируется подсветка, которую регулярно включают. Говоря про благоустройство, стоит отметить интересные инженерные идеи, такие как фонтаны, выполненные в виде арок, и все технические благоустройства, как дополнительные дороги для большего удобства и комфорта будущих жителей. Процентов 90 завершенный был, а там в середине месяца было, до конца месяца шабеги был завершенный. Асфальт второй слой, урваемый, 5 слоев урваемый, отлично, это посвящение. Есть собраться, да эти мели, что умало там умный район, а вот эти здесь что, там
Социальный объект одновременно дает. Материал заказать пешим проект материал заказать. На хамакача насра вайлю. Следующим пунктом стал строящийся правительственный комплекс, один из наиболее значимых проектов для столицы, которому, к слову, нет аналогов. Объект уже приобретает очертания современного административного центра, где будут сосредоточены ключевые органы управления. Площадь строительной территории превышает 20 гектаров. Практически завершены внешние и внутренние отделочные работы. Руководитель субъекта высоко оценил проделанную работу. Невозможно, боятся, руки делают, точно. Это огромный сетин, надо ордуйте больше, на хербельчена, это на айну усот, там духу командаю делают, духу на остибу, это на штук на остибу, ча. Делают, надолен дерну, на чаку, делают, он чи аналогия, юперно чехенс, это же ю право левое, да, баланс, это же ю да, бауё шоу. Бау чаши да эмахиллер нахлак буаба ачена ой байнфа андока ищи сторожевой бау ёшку да общий 65 точек квадратов окончи аналогия я тут она Ценники всегда ценники это change вверх вниз стекло исполнительно ценник ара до глобус реально из глобус идея да да بعدين بدي اشتغل الواحد يا Полный контроль и частые визиты руководителя субъекта помогают держать ударные темпы при любых строительных процессах. Столица Чеченской Республики меняется на глазах. В скором времени ее будет не узнать. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Из Грозного в зону СВО отправилась новая группа добровольцев. Они присоединятся к спецназу «Ахмат». За их плечами спецподготовка в Российском университете спецназа, где бойцы освоили тактическую подготовку и навыки оказания первой помощи. В составе контингента как опытные воины, так и новобранцы. Репортаж Ахмеда Рамазанова. Мужественные и заряженные на успех патриоты. Так можно охарактеризовать этих достойных сыновей отчизны. Они готовы отправиться на территорию специальной военной операции для оказания помощи местным жителям и своим боевым товарищам. В добрый путь воинов проводил председатель правительства Чеченской Республики генерал-лейтенант Магомед Даудов. Бойцы, равняйся! Смирно! Салам алейкум! Бойцы, как вы знаете, уже среди вас есть и те, которые уже по нескольку раз отправляются в зону проведения СВО. Удачи вам. Молодцы, ребята. Это еще раз показывает, что легендарный спецназ «Ахмат» – это те люди и братья, которые не понаслышке и не по сегодняшний день собрались на этом месте. Уже с начала СВО 2022 года, после каждого контракта еще раз собираются и уходят на защиту нашей Родины. Бойцы, как вы сами видите, знаете, у нас есть очень хорошие продвижения. Вместе с членами оперативного штаба разговаривал и с Апти Ароновичем Алавдиновым, вашим командиром. И, конечно, мы тоже докладываем ежедневно Рамзану Ахматовичу, главе республики, генерал-полковнику Героя России, который непосредственно курирует деятельность нашего легендарного спецназа «Ахмат». Есть хорошие продвижения. Каждый день освобождаем населенные пункты и освобождаем нашу землю. Среди вас есть уже опытные. Видно, это было сейчас. Вот самое главное, вот передать этот опыт своему брату
который идет с вами плечом к плечу. Берегите друг друга, поддерживайте. Вы сами знаете, поддержка – это самое главное. Вам большая честь. Это не выпало вам, а как бы вы сами вышли на этот благородный путь защиты Родины, своей страны и своего флага и гимна. Удачи вам всем. Я хочу поблагодарить от вашего лица Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который уже 3 года нам помогает всем тем необходимым в зоне проведения СВО, начиная с обмундирования, заканчивая FPV-дронов, автомобилей, всем тем, что нам надо для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и командиром, куратором непосредственно легендарного спецназа Ахмат, генерал-полковника, Героя России, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Самое главное, и как говорится, как сказал Рамзан Ахматович, самый первый приказ – возвращайтесь домой живыми и здоровыми, к своим семьям, к своим детям. Победа за нами, победа не за горами. Все, иншаллах, будет хорошо. Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Аллаху Акбар! Ура! Ура! Бойцы прошли усиленную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Каждый из них мотивирован и обладает высоким боевым духом. За короткое время добровольцев обучают медицине, стрельбе и другим важным навыкам, что позволяет им быстро освоить знания, которые пригодятся при решении поставленных задач. Подвигло меня сюда прийти, что у меня дед воевал, как бы все, я считаю, что каждый достойный себя мужчина должен пойти на защиту Родины. Без этого никак. Ахмат, сила, Россия, мощь, Бог един. Придем с победой 100%. Бесстрашные воины прибыли с разных концов самой большой страны в мире. Большинство из них едет туда не в первый раз, но всегда смотрят с надеждой на лучшее, с желанием вернуться всем вместе и невредимыми. Чтобы так и произошло, региональное руководство обеспечивает их всем необходимым – подготовкой, питанием и амуницией. Я хотел бы выразить огромную благодарность всему составу Российского университета спецназа, Рамзану Ахматовичу Кадырову, всем инструкторам. Процесс подготовки проходил очень профессионально. Касательно амурдирования, касательно инструкторов, все было на высшем уровне, все было профессионально. В мой родной город прилетают беспилотники. Я не мог оставить это не без внимания, поэтому принял решение пройти подготовку и отправиться на фронт. Спецборд доставит их в определенную локацию, и затем они пополнят ряды военнослужащих, ведущих борьбу с нечистью, представляющий киевский режим. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. 12 тысяч кустарников и 700 деревьев высаживают на улице Сламбека Шейпова в рамках благоустройства. Озеленение является частью реконструкции ключевой артерии Грозного. Все этапы от подготовки почвы до фиксации растений выполняются опытными специалистами. Репортаж Магомеда Азиева. Одна из центральных улиц столицы имени Асламбека Шарипова претерпела значительные улучшения. Трасса расширена до 6 полос. Это значительно увеличит пропускную способность. Также позаботились о пешеходах, для которых созданы отдельные дорожки для прогулок. На данном этапе строительства рабочие заняты благоустройством. От моста до минутки. Инцхак дехтана, ёхкото навадуэлш, ишти озеленение, шаек ёхтоку запусаник, штаюш озеленять деши, ёла ту деши, полностью бобиш бобы и бобиш. Основная часть работ уже выполнена, и главная задача – это озеленение территории возле дороги. Саженцы деревьев, кустарники, а также декоративный газон укладывают по всей территории на расстоянии 1500 метров. Дающий материал привозную, выбирать самый качественный, олег, региона на дик адаптироваться, выбирать яша. материалов опытный был бой, даже больше 20 лет был белая бу, так и белая чока юкша бу, хоза рези больше он саму адул швагал хазлуш, вот он сабах кибеш белш беш бу,
Работники выполняют свои обязанности как нельзя лучше. Для профессионалов эта работа не в тягость, а благодаря большому опыту, накопившемуся за годы работы, они создают не просто благоустроенный вид, а изящные сады. Именно в Зеленстрое задребаться. Царин спланировок я шла или будь шла Зеленстрой чехкал метгас эган хол. Да то сил хол метдела хол. Вебел была себя просто сен гуштег на военной практике сон дух белшкина. Ну, я что, каждый доход задреждешься будет. Санды рейсала ледерсон в первую очередь. Срок сдачи планируется на начало месяца октябрь, когда улица будет введена в рабочий режим. Благодаря этому близлежащие пути будут менее загружены, а озеленение позволит насладиться красотой во время поездок. Основная цель комплекса мероприятий – это повышение комфорта, а также эстетичной привлекательности городской среды, что положительно влияет на экологию, бизнес, а также качество жизни людей. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Третья клиническая больница Грозного получила 17 единиц современного медицинского оборудования от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поставка стала частью программы поддержки системы здравоохранения. Среди нового оборудования – аппараты УЗИ, операционные столы, светильники, ЭКГ-аппараты, аппараты суточного мониторинга, а также эндоскопический набор и аппараты для лор-хирургии. Это существенно повысит качество медицинских услуг. Точность, беспристрастность и прозрачность выборов гарантирует Замане Мустапаева, председатель избирательной комиссии Свердловского района. На этой ответственной должности она уже 4 года. Благодаря ее работе избирательная система в муниципалитете функционирует слаженно. Репортаж Медины Мударовой. На работу, как на праздник. С таким девизом Замане Мустапаева уже 15 лет трудится в сфере избирательного права. Первое, что ее ждет в офисе – встреча с коллегами, где обсуждают вопросы организации мероприятий. Каждый пункт должен быть отточен до блеска. На этой неделе мы собираемся провести круглый стол в Центральной библиотеке Свердловского муниципального района. Участие выбора – это гражданская позиция. Эта хрупкая на вид женщина стоит во главе одного из ключевых органов, обеспечивающих законность и прозрачность избирательного процесса в регионе. В 2014 году Займане окончила Российский новый университет по специальности бухгалтер. Параллельно работала ведущим специалистом территориальной избирательной комиссии Серноводского района. А с 2022 года ее повысили до должности председателя. Под руководством Займане находится 8 человек. Их основная деятельность – правовое просвещение избирателей, а также организация выборов и референдумов. Основное направление, конечно, у нас идет на повышение правовой культуры молодых избирателей. Основными у нас мероприятия, проводимые ко Дню молодого избирателя. И проводится ежегодный конкурс, российский конкурс «Софиум» по избирательному праву, избирательному процессу среди старшеклассников. И республиканская олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу среди старшеклассников. Также проводится республиканский конкурс «Выборы глазами детей». И так по своей инициативе ежемесячно мы проводим также круглые столы. За свою профессиональную деятельность женщина была отмечена множеством государственных и ведомственных наград. Займане – грамотный специалист, умеющий найти подход к каждому. Это отмечают и коллеги. С председателем нашей Мустапаевой Замане работаем. Очень хороший, грамотный специалист. Работаем дружно, дружный коллектив. Все мы ее слушаемся. Но, несмотря на все успехи, самым важным своим достижением Займане считает семью. Любящая мать 2 детей, бабушка 7 внуков. Она умело совмещает карьеру и семейную жизнь, что удается далеко не всем. Конечно, тяжело было совмещать, потому что когда дети маленькие были, и время трудное было, хозяйство было, дети. Но с пониманием они относились. По мере возможности по хозяйству дочки помогали мне. Часто бывало, особенно в период выборов, задерживаться допоздна надо было. Приезжают ко мне внуки, на день рождения стихи присылают, поздравляют. Наверное, именно в этом сочетании, в гармонии между профессией и личной жизнью и заключается секрет успеха. К слову, близится праздник красоты, мудрости и силы. Ежегодно в 3-е воскресенье сентября чествуют чеченских женщин, которые являются гордостью и опорой республики. История о Замане – лишь капля в море. Цикл сюжетов ко Дню чеченской женщины повествует о представительницах разных профессий. Они разрушают стереотипы, показывая многогранность чеченки и сочетание национальных традиций с профессиональным ростом. Медина
Мударова, Алисхан Кацулов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.